Сплетение нежности и суровости, сплетение гранитной твердости и ромашковой чистоты — это и есть мой высокий край Дагестан. То, что ты видишь на этих кадрах, это лишь один кусочек страны гор, лишь один палец его крепкой руки. И то, что ты слышишь за кадрами этими, лишь одна песня, лишь одна мелодия 40-язычного Дагестана. И каждая строка поэта, каждое слово его — это тоже отражение души и стремлений народа моего. Имя смакует твое по слогам. Выдохнул Даг, следом выдохнул Стан. Льну, Дагестан мой, к альпийским лугам, тропок касаясь твоих, как стремян. Сходится клином на родине свет. Право не знаю, твой верный Наиб, Индия больше тебя или нет, неотразимей Париж или Гунип. Даришь свою мне и старь ты и новь, реки, как барсов, скорбив на плечах. Верстами люди не мерят любовь, все рождены мы с пристрастием в очах. Круты и опасны дороги гор. Неутомимые люди строили эти дороги, чтоб по ним шествовали надежда и любовь, дружба и песня. Службу какую несут эти почтенные старики? Кого ждут они, как дозорные? Лишь наступит утро, ты взгляд свой устреми на дорогу. Быть может, добрые кунаки по ней спешат к тебе. Встречай их, коня подавай и ворота открывай настежь. Так поется в песне, рожденной на этих высотах в каменных аулах. Аул Игали. Его называют в горах аулом певцов. В 1919 году в этом ауле врагом революции был убит классик аварской поэзии Махмуд из Каха-Проса. А сегодня старики, женщины и дети аула встречают его преемника, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Сегодня игалинцы пригласили певцов Нагорного Дагестана на традиционный праздник песни. «Добро пожаловать к нам, гости дорогие», написано на транспарантах. И ты, земли каменистой врачеватель, пахарь, и ты, крутых троп канатоходит чабан, и ты, вдохновенный поэт из столицы, спешите на праздник народа моего. Анчида. Так называется эта поляна, окруженная лесистыми горами. Сегодня на праздник песни из 13 аварских районов сюда приехали известные певцы, ашуги, профессиональные артисты, поэты и композиторы. Товарищ Абдурахманов, первый секретарь Гумбетовского райкома партии, приветствует участников и гостей праздника песни. Много прекрасных традиций в аулах, вознесенных в Поднебесье. Растаял снег на солнцепеке, вспухла земля от весенних паров, значит, настал праздник первой борозды. Зазеленели покатые, словно плечи чабанов, холмы моего Дагестана, значит, пришел праздник чабанов. Ковром ромашек и фиалок покрылись горы, и девушки готовятся к празднику цветов.
Высокие люди высоких гор. Когда приходит гость, у очагов наших и в сердцах всегда бывает солнечное тепло. Но если гость пришел с песней, то весь аул собирается у ворот твоих, у очага твоего. Песенным очагом стала сегодня и Галинская поляна Анчида. Сегодня весь мир видит нас, нашу свободу, наше дружелюбие, наш труд. Пусть он услышит и нашу высокоголосую песню, и голоса наших детей. Дорогие гости, примите от всех детей нашего района чистый, как наше небо и наши сердца, горячий привет. В каменных аулах гостеприимного Дагестана есть такой обычай. Если хочешь, чтобы гость твой пел песни, хозяин должен спеть хотя бы одну. Это значит, что гость и песня здесь в почете. Вот и сегодня, прежде чем дать слово гостям, поют хозяева и инициаторы праздника песни, молодежь селения Игали. Устами мудрого горца, народного поэта Дагестана Гамзата Цадаса, они славят державу великую. Разият и Разият. Так зовут этих девушек. Одна Разият приехала на праздник песни из Чарада, другая из Гуниба. Пусть ты не понимаешь слова их песен, но разве их лица не говорят о том, что не поют о счастье горянок? Два друга, два учителя, Магомедов и Ашиков. Они из разных аулов, но у этой песни один аул. Одна сторона — это сердце. Высочайший в мире трон — человеческое сердце. Дагестан мой, пусть крутые и опасны тропы твои, но настоящий друг и по ним придет к тебе. Композитор Ян Френкель.
Не раз он слушал дочерей твоих проникновенные песни. Не потому ли так проникновенна и драматична его музыка к стихам журавли? Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Спасибо, дорогой. Пусть невелик подарок старого горца, но он сделан от имени моего Дагестана, моего народа. Друзья, большое вам спасибо. На этом инструменте я обязательно научусь играть. Кто умеет работать, тот умеет танцевать и петь, гласит поговорка земли моей. 80 лет ходит по этой земле Расул Дарбишев, земледелец и танцор. Пусть не виртуозен сейчас его танец, но было время. О том времени во многое рассказала бы солистка этого ансамбля, супруга Расула Патимат. Любовь к народному искусству – традиция дома Дарбишевых. Ей верными остались и сестры Расула, хотя живут они отдельно. Отец – танцор, сын Зурнач, а женская половина семьи – певицы. Это и есть ансамбль «Дарбиш». Можете, друзья, поверить, что раньше Патимат Дарбишева пела лучше. Сегодня она вспоминает молодость, жестокие обычаи древнего Дагестана и призывает молодежь беречь высокое чувство любви. Это сестра Расула Дарбишева Завгарат. Песню о любви великого Махмуда поет она. Песню о любви Махмуда поет и другая сестра Расула Дарбишева, Написат. Сильны песенные традиции в высокогорных аулах. Ансамбль «Дарбиш» – один из тысячи родников, которые питают море песни моего Дагестана. Аульский ашук-импровизатор и советский поэт Гамзатов, простые горянки, поющие бесхитростные народные песни,
и профессиональный композитор Челаев встретились сегодня здесь. И отрадно мне думать, Дагестан мой, что на этой твоей горе влились друг в друга профессиональная музыка и безыскусная песня народная. Композитор и певец Ширвани Челаев известен не только в горах. Он создал первую дагестанскую оперу «Горцы», вошедшую в репертуар Ленинградского театра оперы и балета. «100 песен Дагестана» — так называется работа, которую сейчас завершает композитор. Şarkını aman amanı Algah ultikden doçalı ukarma Vay vay pollar say kordolu aman amanı Algah ultikden doçalı ukarma Баракаллах, спасибо. А сейчас на поляне Анчида танцевальный ансамбль селения Игали. Он исполняет аварский народный танец.